Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президента Туркменистана наградили медалью «Аркадак». Халкбанк запустил услугу денежных переводов с карты на карту. Бурак Озчивит посетит кинофестиваль в Ашхабаде и другие новости. Президент Сырдар Бердымухамедов награжден медалью Туркменистана «Аркадак» за заслуги в создании правовых гарантий по защите законных интересов людей, в реализации организационных, законодательно-правовых и экономических мер, направленных на поддержку нуждающихся в опеке детей, в подготовке их к самостоятельной жизни, а также в поддержке деятельности благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям. Акционерный коммерческий банк Туркменистана «Халкбанк» сообщил о запуске услуги по переводу денежных средств с одной банковской карты на другую в рамках платежной системы «Алтын-Асыр». Теперь клиенты банка могут переводить деньги друг другу на банковскую карту «Алтын-Асыр» через банкоматы, систему интернет-банк и мобильный банк на сумму, не превышающую 1000 манатов. Таким образом, при необходимости пользователи могут совершать денежные переводы из любого места, в том числе через смартфон. Туркменистан направил в пострадавший от сильного землетрясения Афганистан гуманитарную помощь. Гуманитарный груз состоит из медикаментов и медицинских товаров, текстиля и продуктов питания. Гуманитарная помощь является выражением солидарности и братской поддержки афганскому народу в трудную минуту. Представители более десятка вузов России принимают участие в выставке «Здравоохранение, образование и спорт в эру возрождения новой эпохи могущественного государства» в Торгово-промышленной палате Туркменистана. Учебные заведения из разных регионов России предлагают широкий спектр учебных программ бакалавриата и магистратуры для жителей Туркменистана. Некоторые вузы предлагают особые условия для поступления. Например, Нижегородский государственный университет имени Лобачевского готов принять студентов из Туркменистана на программу магистратуры сразу по окончании бакалавриата в туркменском вузе, еще до прохождения обязательной двухгодичной отработки. Для этого им необходимо получить документ, удостоверяющий финальные оценки и факт наличия диплома. Известный турецкий актер Бурак Озчивит, сыгравший главные роли в исторических сериалах «Великолепный век» и «Основание Осман», посетит международный фестиваль фильмов, который пройдет в Ашхабаде 14-15 октября. Мероприятие посетят актеры и режиссеры из стран Центральной Азии, в том числе французский актер Эдуар Монтут, известный по комедийному боевику «Такси». Фестиваль также представит документальный фильм о легендарных ахалтекинских конях, подготовленный телеканалом «Артидок». Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит с официальным визитом Туркменистан по приглашению министра иностранных дел Рашида Мередова. В ходе визита будут обсуждаться двусторонние отношения с Туркменистаном, а также текущие региональные и международные события. Профессор из Великобритании посоветовал правшам новый метод похудения. По мнению Ричарда Уайзмана, чтобы избежать переедания, правше достаточно взять столовый прибор в левую руку. Этот метод работает и для левшей, в этом случае есть рекомендуется правой рукой. Ученый сообщает, что таким образом можно обмануть мозг и стимулировать чувство насыщения. Непривычные движения нерабочей рукой вынуждают принимать пищу медленнее, поэтому в мозгу возникает ощущение принятия большей порции. Жена индийского фермера случайно скормила буйволу свое золотое ожерелье стоимостью 150 тысяч рупий, которое муж по традиции подарил ей в качестве свадебного подарка. Женщина планировала после работы по хозяйству принять душ, сняла ожерелье и положила его в миску с соевой шелухой, которую собиралась скормить буйволу. Забыв об ожерелье, утром следующего дня она отнесла миску с шелухой животному. Буйвол шелуху съел, а женщина, наконец, схватилась своего украшения. Она быстро догадалась, что ожерелье, скорее всего, съел бык, и обратилась к ветеринару. С помощью металлоискателя ветеринары подтвердили ее предположение, что ожерелье находится в желудке у буйвола. Чтобы извлечь украшение, животному пришлось сделать операцию. Быку наложили 60 швов, он восстанавливается после хирургического вмешательства под наблюдением ветеринаров. Сборная Туркменистана по футболу провела первый товарищеский матч на сборе в Эмиратах, обыграв клуб первого дивизиона чемпионата ОАЭ «Дубай Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 3-1. В составе победителей отличились Руслан Мингазов, Мурат Аннаев и Эльман Тагаев. Следующим соперником команды Мерген Оразова на сборе в Дубае станет действующий чемпион ОАЭ
Шабаб Аль-Ахли. Эта игра намечена на 15 октября. Определились страны-хозяйки европейских футбольных первенств в 2028 и в 2032 годах. Евро-2028 состоится в Великобритании и Ирландии, а Евро-2032 пройдет в Италии и Турции. Напомним, что действующим чемпионом турнира является сборная Италии, а первенство Европы 2024 года пройдет в Германии. В нем примут участие 24 команды. Германия, как страна-хозяйка, получает автоматическое право участвовать в турнире. Австралийский боец Александр Волконовский заменит Чарльза Оливейру в поединке с Исламом Махачевым на UFC 294. Оливейра выбыл из турнира из-за травмы. Сообщается, что он получил рассечение над бровью. Поединок возглавит турнир UFC 294, который состоится 21 октября в Абу-Даби. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.